Всем привет, с вами я, Веловалера. Сегодня 10 июля 2022 года, и я выезжаю в Татарстанскую кругосветку. Это очередное велопутешествие, продолжение путешествия того года. В этом году планирую 3000 километров по всему Татарстану. Все собрал, сейчас пакуюсь и выезжаю до станции Нижневизовой. Надо добраться, откуда я в том году финишировал. Время 4 час только. Время уже 4:34, проехал где-то 6-7 километров. Еду на ЖД, оттуда старт на Нижневизовые в 6:38. То есть за 2 часа как в аэропорт. Утренняя Казань, 4:44. Спускаюсь к ЖД. Быстро доехал, не ожидал. Казань. Первый чекпоинт. Дальше Нижневизовые, старт маршрута. 59 километров. Время почти 5 часов. Как мне пройти, подскажите? Через рамку или снимать надо? Электропоезд до станции Парац отправится в 5 часов 45 минут. С 16-го пути западной платформы. Электропоезд до станции Парац отправится в 5 часов 45 минут. С 16-го пути западной платформы. Что ж, ребят, вот уже время и 6:38 почти. А вон моя электричка. Ну что ж, вот так вот загрузился. Здесь место побольше. Старый вагон. Вот как-то так поеду. Народу пока нет. Так, итак, станция Свияжская, вокзал. Сейчас будем стартовать. В том году 10 июля стартовали, и в этом году 10 июля. Первые ощущения, самые яркие. Тут, оказывается, еще такая тема в виде преграды. Поезд какой-то идет. Электричка. Сейчас вот как бы. Вон он, паром идет. Красота. Железнодорожный мост, Зеленодольск, Нижневизовые. Переправляемся на пароме. Меня встретил Гульфия из Зеленодольска. Сейчас поедем, посмотрим город. Опробуем чак-чак. Заводская часть, можно сказать, Зеленодольска, завод Позиш, Горького завод проехали. Вот здесь, говорят, историческая башня красная у данного завода, да? Да.
Интересно. Вот потихоньку подъезжаем в саму городскую часть, как я понимаю. Сейчас мы поедем прямо к парку Победы. Ага. Получается, это одна из исторических улиц, по которой начиналось вообще движение в городе. Ой, так свежо. Вечный огонь горит. Аллея героев, да? Местных. Вот по поводу Катина могу рассказать. Давайте. Получается, у моей одноклассницы бабушка вместе с Катином сидела за одной партой. В городе есть улица Катина. Он погиб при взятии Кенигсберга. То есть ему было где-то практически 20-21 год, что ли, совершенно молодым парнем погиб. Чем славен город Зеленодольск? Какими людьми? Вот так вот, можете сказать навскидку? Ну лыжником Ларьков, по-моему. Да, Андрей Ларьков, А, он серебряный и бронзовый призер. Да, он же у нас учился еще в Зимних ВУЗе. игр. Вот Да. я и знаю, у нас его 16 даже... год. Я его видела, у меня даже фотографии с ним есть. Он Да, местная круто. достопримечательность. Ну да, здесь лыжная база есть, говорят, тренировки проходят. Да. Кого еще я знаю здесь отсюда? Больше? Еще девушка одна есть. Как она, певица, по-моему, Да. которая голос выиграла. А зовут? Дина Гарипова. Да, Дина Не Гарипова. только голос выиграла, она еще. Ну, И в понятно, Евровидении да. И в Евровидении я тоже смотрел. А это, получается, мемориал вот всех, кто участвовал Угу. в Великой Отечественной войне. Да, тысячи людей. Здесь есть и мой дедушка, Мгм. Минго Зудинов. Сейчас даже я его покажу. У меня тоже дед воевал. Зудинов С. Вот Минго Зудинов С. Мгм. Выбираем критерий для оценки данного чак-чака и вообще в дальнейшем. В общем, он должен быть некой единой конструкцией, Форма. формой, да. Не должен быть сухой. Угу. Мед все-таки должен чувствоваться, потому что это получается кусочки теста, обжаренные в тесте, обжаренные в масле, а потом сверху политые медом. Угу. И он не должен хрустеть. Угу. То есть должен быть мягким таким, да, больше? Да. Тут, вот вы правильно сказали, он должен быть пропитанным. Пропитанным. Сейчас попробуем. И надо обязательно его с чаем. А вообще чак-чак, он же от такого слова, типа он маленький, Ага. типа вот маленькие кусочки, но кто-то побольше делает, кто-то поменьше Ну, делает. башкирская, по-моему, тема побольше делать. А вот Они, уже да, они баурсаки делают. баусаки, да. Но это немножко другое. Это все-таки кусочки теста раскатанные, нарезанные и обжаренные в масле. Пробуем чак-чак. Он у нас немножко рассыпчатый получился, но хорошо пропитанный медом. Достаточно вкусный. Конечно, это не пятерка, но где-то сколько баллов? 4, наверное. 4. Уф. Хорошо после чак-чака. Во рту сладко. Вот сейчас мы подъезжаем. Вау, вот это красивое место. Перед музыкальным театром, это бывший Дом культуры Родина. Угу. И старейший наш парк. Вот там. Угу. Его отремонтировали, очень красиво. Да, вижу. Обычно здесь всегда проводили на 1 мая парады, Митинги, что ли? Ага. как мне рассказывали. Очень много фотографий с парадами. Получается, это один из старейших ДК. Он был где-то построен, по-моему, после Великой Отечественной войны непосредственно. Ага. Владимир Высоцкий приезжал к нам Ага. по дороге из Казани и выступал как раз вот здесь. Вот ДК Родина, да? Родина, да. Ничего себе. То есть место такое сложное. Практически самый наш исторический центр. Называется район полукамушки. Половина камушка, половина дерева. Да, кстати. Строили эти здания для рабочих, для французских рабочих, которые сюда приезжали работать на нашем заводе. А, это уже в годы Советского Союза, Коминтерн и так далее. Это 1913 года, это, то есть А. это было до Первой мировой войны. Понятно, в имперские Соответственно, года. они строили на улице. Вот это все, что кирпичное, это все оригинальное, это все, что Мгм. это все еще стоит. Я как-то была в гостях, тут раньше выставлен был в этих домах. Угу. Как-то была в гостях вот даже в этих полукамушках. Ну,
на те условия, тогда это было как бы приемлемо коммунальное. Сейчас это так люди жить не могут. Мгм. Люди, слава богу, все разъехались. А для звезды, что сорвалась и парою, есть тут свидетели. Слушайте, но все равно дух города какой-то есть, свой такой, своеобразный. Тут вот интересная достопримечательность находится рядом с церковью Николая Чудотворца, да? Пасхальное яйцо. Его на каждую Пасху по-разному разукрашивают. В течение года, может. Да, в течение года. Он был такой, знаете, такой оранжево-красно-золотистый, как вот так, как вот. Да, я видел, по-моему, фотографию как раз. Что-то он даже пестриченко написал. То, что я говорила, вот старинный, вот это вот ферма, школа круглая. Да. Ага. Эта часовня, она раньше была красного цвета, как после ремонта она стала белая, до этого она была красная. Что вот там детали прорисованы, какие-то мешочки, квадратики, а вместе это все такое очень красиво выглядит. А это получается как сплав по Волге. Ну да, бревна сплавляет, ага. Очень необычно, очень красиво. Спасибо. Ну, нам посоветовали, вот, я даже не из Зеленодольска, я из Казани. Выезжаем из Зеленодольска. Пошла трасса на Казань. Пока вот такая вот обочина. Едем по левой стороне. Спасибо большое. Спасибо, что слушали Да. меня 3 часа. Приезжайте в Про наш любимый Зеленодольск. город Вот, Зеленодольск. на велосипеде. Приезжайте, мы всем будем рады. Да. В Успенку заехал. Сейчас проеду ее. В итоге решил не ехать по основной трассе. Там опасно. Так вот Maps.me карта заводит иногда. Дороги размытые. Я люблю ездить по полям. Никто тебе тут не мешает. Крутой спуск к трассе. Опасненько. Гульминско-Белебейская возвышенность. Нет ее здесь. Здесь какой-то зеленодольский кряж. А самая опасная вот эта вот часть. Ну ничего, у меня шина позволяет скатываться. Смотрите, какие лужи вот слева. Ну ничего, мне нравятся такие леса. О, прохлада какая. Опа. Намокли ноги. Ноги уже намочил. Кругом лужи и комары. Прогуливаюсь по Илинскому. Здесь дорога невозможная для катки. Так что лучше по нормальной трассе ехать. Страшно не страшно, тут не проколоться, упасть, сбиться можно. Так, я в Ильинском попал в храм Илии Пророка, освящен в 1827 году. По высоте достаточно высокая церковь, где-то метров 12-13, наверное, колокольня, и сзади как бы придвор есть.
Издалека на верхотуре смотрится отлично. Вот этот крест переливается. И плюс еще то, что это храм 19 века. Это создает ему дополнительное, скажем так, притяжение. Большое озерцо. Лес какой-то заехал. Вот такими лесами добираюсь до Раифы. Как бы меня кабаны или медведи не съели. Добрался. Тяжело, конечно, рассказывать после 50 километров жары, блин, и пахоты. Но могу сказать, что котики здесь самые приятные. Привет, киса. Как дела? А, кис? Как дела у тебя? О. Стены красивые, белые, как кремлевские. Краткая информация, какие тут животные обитают и так далее. Слава богу, я проехал по той части лесной, никого не было. Красивейшее озеро. Вот такое тут хозяйство, подворье, выращивают овощи вокруг монастыря. Ну так всегда было. А здесь прокат саббордов, лодок и так далее. Сад какой-то, вот розы цветут. Посмотрите сюда, как розы распустились. Выращивают в парниках помидоры, похоже, это. Да, уже зеленые. Ну отлично, молодцы монахи. Видно все их подворье, хозяйство. Ребят, ну вообще супер, конечно. А вон выход к озеру. Посмотрите еще раз Раифское озеро, до этого было Илинское. Места, конечно, замечательные. Это все вот река Сумка, вот эти вот озера, они похоже запрудные, достаточно глубокие. Вон сколько народу в воскресенье. 1000 людей, наверное. Вот этот собор грузинской иконы Божьей Матери в неоклассическом таком стиле. Вот. Здесь представлена история монастыря, как он выглядел после, соответственно, советской власти в полуразрушенном состоянии. Колокольню восстановили в 90-е годы, да, как она выглядела, и потом как восстановили. В общем, да, была полнейшая разруха. Основной собор, по-моему, вот он Софийский, а вот это Никольский, если я не ошибаюсь. Вот это собор грузинской иконы Божьей Матери 1842 года. Основная святыня здесь хранится. Вот основной алтарь. Красиво здесь, умиротворяюще. Всегда мне здесь нравится. Святое место, реально. Намоленное такое, нетронутое. А, это собор Святой Троицы. Говорят, что он самый звонкий в окрестности
Купил в Раифе пирожков с картошкой, как люблю. Набрал воды святой. Сижу, наслаждаюсь жизнью. Восстанавливаюсь, чтобы... Ну, я сегодня мало спал. Можно сказать, вообще не спал. Не хочется сейчас по жаре, так еще по оживленной трассе ехать. Сейчас немножко жара спадет, отдохну. И потихоньку поеду, может быть, к вечеру и дам еще километров 50. Пока, Раифа, ты мне дала еду, воду, коров, можно сказать. На некоторое время покой душевный вселила. Хорошее место. Всем советую заезжать сюда почаще. А вот оно и бело-безводное. И два камазиста как раз. Село Бело-Безводное. Основано в 1760-х годах примерно. На этом месте называлось Починок Безводный. Здесь вот такое озеро есть. И это центр Раифского сельского поселения. Население около 1000-1200 человек. Баги погнали. Не зря я сейчас еду в Высокогорский район. Все время в гору, я не знаю, уже метров, наверное, 50 поднялся, если не больше. Взлет прям не... Равнина плоская, но взлет такой уж чувствительный. Еду вверх. Ну и вот новая локация открывается спереди. Очередная. Долина реки, скорее всего, какой-то. И там большие ключи. Ребят, я в селе Большие Ключи. Место интересное многими моментами и фактами. Во-первых, оно было создано в 1680 году и вот в округе считается одним из старинных. Во-вторых, его построили вот среди дремучих лесов и до сих пор, как вы видите, его и окружают леса. Здесь родилась и жила мать Федора Шаляпина. Храм Иоанна Богослова уникален своей историей. Он горел, его отбивали от красных и достаточно успешно, сохранив росписи. Сейчас это образец духовного возрождения в Заказании. Вечерело. До точки, где я хотел быть, 53 километра. Естественно, я не дойду до этой точки. Мне еще 1,5 часа можно покрутить. Я так хочу 80 сделать и все. Наслаждение, просто кайф, вот это пейзаж, просто живопись. Вот здесь можно картину прямо рисовать. Тут спуск под 30, конечно. Да вот и мечеть в селе Большой Кульбаш. И река Петьялка. Мечеть отделана сайдингом, никакой ценности не представляет. Значит, центральная улица, улица Подгорная. Есть ДК, вот я вижу. Блин, тоже борщевик растет. Ну нифига себе, а. Прям вот в этой части Татарстана. Хей! Зеленодольский за сегодня проехал.
Вот он, Высокогорский. И как я предполагал, дорога здесь получше. Так, село Юртыш. Я его могу выделить только тем, что оно похоже на название реки Юртыш. И то, что это первое село, которое я встретил в Высокогорском районе. Эй! Мы снова на трассе. Еду в Мемдель. Ой, и малыши гоняют на велосипедах-то. Подписались меня. Пока. Ну что ж, спускаясь к озеру, по идее должно быть красочное, хорошее место для ночевки. Тут спуск такой, сейчас увидим чашу. Ну, такое вот озеро тут недалеко от Айбаша. По-хорошему бы вон туда подняться куда-нибудь в кусты на возвышенности. Вот закат какой. Вы тут отдыхаете? Да, живем тут рядом, вот покушать приехали. Мгм. Искупался я, вообще огонь, вода. Да? Да, кайф. Ясно. Тут ягод море. Вроде не... Вообще я Высокогорский район только люблю. Мгм. Вообще самый бомбовый район — это высокая гора. Холмы, реки, там луга, все понял, трава. 10 июля. Прошел в районе 80 километров. Ночую на вот таком вот озере, где поют лягушки. Не знаю, будет ли это мне мешать спать. Под Айбашем в Высокогорском районе. Подписывайтесь на канал, распространяйте информацию о данном проекте и пока.